все-таки, как ни крути, роман настолько особенный, роман предлагает нам такое огромное поле для толкований, интерпретаций, размышлений и так далее, что вот пока вот этот интерес к нему не угасает. Он потихоньку перемещается из романа для взрослых в роман для подростков. Вот и это тоже очень хорошо. Они все-таки должны получать подпитку от большой и настоящей литературы. Каждый раз я обращаюсь к этой теме, каждый раз я доволен результатом в начале, и недоволен результатом потом, и переделываю, и переписываю, и так далее. Потому что, и этому есть тоже свое объяснение. И дело в том, что когда мы говорим об этике, то мы имеем в виду ведь вот, ну если в самых простых формулах это все описывать, то по существу для чего мы читаем художественную литературу? Что она нам дает? Вот что нас побуждает читать произведения, написанные 50, 100, 150, 1000 лет назад и так далее, и так далее. Вот ответы могут быть самыми разными, но если их подбивать, если искать общий знаменатель этих ответов, то он будет очень простой. Мы все время подсознательно ищем ответ на вопрос, а жить-то как? И вот литература, искусство, культура, в частности, вообще, это вот как раз попытка ответить, каждый раз возобновляемая попытка ответить на этот вот вопрос, которому ровно сколько лет человеческой истории, человеческой цивилизации. А жить-то как? А чем жить? А для чего жить? А почему надо жить? А как надо жить? И так далее, и так далее. Поэтому вот этика всегда лежит в основе всякого художественного произведения. Так или иначе, оно отвечает прямо или косвенно от противного, или прямо, или утверждая этот тезис, она отвечает на вопрос, как жить, на что ориентироваться, с кем согласиться, чью позицию принять, как ее обосновать, как для себя ее уложить в свою, так скажем, в тайник своей души так, чтобы она там легла, не противореча всему остальному и не разрывая душу этими противоречиями. Естественно, что каждое художественное произведение – это разговор вот на этические темы, в конечном итоге на этические темы. Это попытка ответить на вопрос, что такое добро и зло, в чем заключается смысл жизни и назначение человека, как человек представляет себе свободу воли, как понимает должное и как совмещает это должное с естественным, совершенно естественным желанием быть счастливым и быть счастливым не когда-нибудь там, а вот здесь и сейчас и так далее. Но при этом, опять же, нужно так скажем, для порядка разделить эти вот все произведения, которые отвечают на эту тему, они все на эту тему так или иначе отвечают, разделить на две неравных группы. В одну группу у нас войдет большинство произведений, написанных в эпохе относительного спокойствия, относительно отстоявшейся эпохи, когда споры закончены, когда противоречия сняты, сглажены или ушли пока на второй план, а потом они вернутся, но пока они отсутствуют. И тогда идет спокойное размышление, спокойное доказательство, спокойное убеждение и обоснование тех норм, которые в данном случае сложились в обществе, в культуре, в среде и так далее. И с другой стороны, это будет группа, очень небольшая группа произведений, которые этические, морально-этические темы затрагивают на материале переходных эпох. Когда одна глобальная эпоха начинает уходить в прошлое, и с ней конкурирует новая, предлагая новые представления о человеке, новые представления о мире, новые представления о нравственных, этических и так далее нормах, и тогда сталкиваются эти оба начала, включается в спор, включается в диалог
и так далее. И так возникает вот такого рода произведение. И в этом смысле «Мастер и Маргарита» принадлежит ко второй группе произведений, вот к этому меньшинству произведений, обращающихся к нравственно-этической тематике в период, когда никто не может однозначно ответить на то, что такое нравственно, что такое безнравственно, что такое добро, что такое зло, когда сталкиваются разные представления о том, о другом, о третьем, и пятом и десятом. Более того, еще больше усложняет наш разговор, так скажем, то обстоятельство, что Булгаков выбирает для «Мастера и Маргариты» совершенно необыкновенный жанр. Михаил Михайлович Бахтин, наш великий философ и литературовед, дал этому жанру определение Минипея. Литературоведы после этого спорят, до сих пор спорят с Бахтиным, существует ли реально этот жанр или не существует, насколько убедителен Бахтин, где он ошибается, где он не прав и так далее, и так далее. Оставим это литературоведам, пусть они упражняются на этот счет, им за это в конце концов деньги, зарплату платят. А мы с вами констатируем простую вещь. От большинства произведений и Булгакова, и от большинства произведений классической русской литературы «Мастер и Маргарита» отличается несколькими совершенно очевидными признаками. Признаками, которые лежат буквально на поверхности. Во-первых, огромная, небывалая, нетрадиционная доля смехового начала. По существу роман о мастере – это насквозь сатирический роман. Второе. Отсутствие требования правдоподобия сюжета. Достаточно вспомнить все выходки Воланда и его команды, да и само появление дьявола в этом мире, материализованного, овеществленного, что называется, и так далее, чтобы понять, насколько неправдоподобно то, о чем пишет Булгаков. Далее. Создание исключительных ситуаций для провоцирования или испытания философских идей. Вспомните, допустим, дискуссию Иешуа с Пилатом, вспомните дискуссию, то есть дьявола, дискуссию Воланда с Берлиозом. Вот оно, провоцирование. А что есть это? А что есть то? А что есть пятое и десятое? И так далее. И далее, глубокая символика, которая сочетается с грубой, буквально площадной натуралистичностью. Здесь я назову вам превращение Маргариты в ведьму, ее дебош в квартире Латунского, это вот самый наглядный пример того, как высокое, удивительно символическое, удивительным образом сочетается с прозаическим, хулиганским, обыденным, низким и так далее. Очень часто в такого рода произведениях, у Булгакова тоже это есть, выбирается нетрадиционная точка зрения на события. Обычно это взгляд сверху. Вспомните в этом смысле полеты Маргариты, вспомните этот взгляд на Москву с крыши Пашкова дома Ленинской библиотеки. Вот наглядный пример. Еще один очень важный элемент. Такое морально-психологическое экспериментирование над человеком, изображение нестандартных морально-психологических состояний. Вспомните, что переживает Варенуха, или тот же Римский, когда Гела, рука Гелы вытягивается, чтобы открыть это самое окно. Вспомните состояние, в котором находится Иван Бездомный после того, как Берлиозу отрезала голову, что там с ним происходит и что он творит в конечном итоге до тех пор, пока не попадет в эту самую клинику Стравинского. Сцены скандалов обязательны для такого жанра. Примеры эксцентрического поведения.
вспомните фурор после выступления Воланда в Варьете, скандал, учиненный Берлиозом в ресторане, бездомным Иванушкой в ресторане, поведение шайки этих приближенных Воланда в Тарксине, вот эти вот ситуации скандала, нарушение порядка, нарушение естественного хода вещей там и так далее. И, наконец, злободневность. Вот такого рода роман всегда своим основанием погружен в конкретную реальность. Исследователи Булгакова очень убедительно определили период действия, период, в который происходит действие в романе. Там оно формально 4 дня перед Пасхой, а по существу там сконцентрированы реалии, которые появились в Москве не раньше 28-29 года и не позже 37-38 года. Вот совершенно конкретная историческая ситуация, совершенно конкретные обстоятельства, детали, факты, события, которые могли быть только здесь и нигде иначе, вот в этой своей совокупности. Только в этот период и ни в какой другой период они быть не могли. Вот такой, вот все это присутствует в «Мастере и Маргарите», ну и много другого, я уж не буду перечислять, и присутствует совершенно не случайно. Такое построение романа – результат и следствие того, что Булгаков объединил в нем две отдаленные во времени, но очень типологически близкие эпохи. Первая эпоха – это эпоха в романе «Мастера», это эпоха зарождения христианства, христианской философии, христианской морали, христианских представлений о месте человека в мироздании и христианских представлений о самом мироздании. Это ситуация, когда новая философия, новая мораль, новая нравственность начинает конкурировать с уже сложившейся мифопоэтической античной реальностью. А вторая эпоха – это советская эпоха в период, когда советское мифопоэтическое сознание входит в жесткую конфронтацию с христианским. Когда эта христианская мораль, христианское представление о мире и о человеке начинает вытесняться, не господствовать, а начинает вытесняться из жизни государства, из жизни общества и из жизни практики конкретного человека, закрытием церквей, расстрелом попов, уничтожением церковных всех этих утварей и скрыванием художественных произведений, построенных на религиозных мотивах, очень активной атеистической пропагандой и так далее, выдавливается. Что в этом смысле удивительно, что в этом смысле делает советская власть? Она, есть любопытные статистические данные. В 1939 году в СССР проходит перепись населения. Очень основательная, очень такая научно-методически выверенная и так далее, и так далее. И там среди вопросов последний раз в истории переписи в России присутствует вопрос об отношении к вере, об отношении к религии. Верующий, неверующий. Просто неважно, христианин, магометанин там и так далее, верующий, неверующий. Так вот, на вопрос верующий положительно ответили 2/3 крестьян СССР и половина жителей городов. То есть больше половины жителей Советского Союза отождествили себя, определили себя как верующих людей, как людей, каким-то образом связанных с религией. Но что сделала в этом смысле хитрая и умная советская власть? Она не стала спорить с теми, кто верил, кто соблюдал обряды, кто опирался в своей жизненной практике на христианские, а в мусульманских республиках на мусульманские нормы и правила и так далее. Она взяла и оторвала
это поколение от молодого, от нового поколения. И начала на базе нового поколения формировать то, что мы назовем потом советским человеком, как особым типом человека, небывалого в истории человечества. Но это отдельный разговор, я его не буду углублять. В данном случае меня интересует другая вещь. Как бы ни складывалась пропорция между верующими и неверующими, тренд был на убывание веры, на убывание доли населения, которое осознает себя религиозной, что называется. И Булгаков эту тенденцию очень точно уловил. И он знает о том, чем завершилось или какое продолжение имело вхождение христианства в жизненную практику, и задает себе вопросом, а что происходит, когда оно вытесняется из жизненной практики? Что происходит, когда оно уходит из всех сфер государственной, общественной, социальной и личной жизни человека? И вот роман «Мастера», о мастере, это роман о том, что происходит с людьми, которые утрачивают представление о Боге, которые утрачивают представление о том, что вообще есть такие категории, как Бог, дьявол, черт, христианская добродетель и христианское понимание зла и так далее. И, наконец, что такое вообще христианское представление об истории. Вот это Булгакова интересует, и интересует чрезвычайно отчетливо. Вот отголоски вот этого интереса, они не выражены у Булгакова прямо в «Мастере и Маргарите», но в одном эпизоде они почти явлены в своей фактурности и очевидности. Я имею в виду диалог Пилата с Иешуа. Пилат побуждает Иешуа рассказывать о себе, рассказывать о своих взглядах, о своих позициях там, и так далее, и так далее. А потом происходит совершенно замечательное. В числе прочего, это Иешуа, я говорил, что всякое, он вспоминает, что он говорил Иуде, что всякая власть является насилием над людьми, и что настанет время, когда не будет власти ни кесаря, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть. Далее ничего не было. Тут вбежали люди, стали вязать меня и повели в тюрьму. На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия. Сорванным вывольным голосом Пилат, сорванный и больной голос Пилата разросся. Вот оно, столкновение. Будет? Нет, не будет. Настанет? Нет, не настанет. Я сделаю все, чтобы настало, а я сделаю все, чтобы не настало. Вот это столкновение здесь искрит, а на протяжении романа оно скрыто, оно присутствует в таких неоткрытых косвенных формах, но тем не менее присутствует постоянно. И в этом смысле вот «Мастер и Маргарита» – это попытка рассказать о современности сквозь призму 2000 человеческой истории. Поэтому там и появляется роман «Мастера», то, что было 2000 лет назад, и роман о мастере, то, что происходит через 2000 лет в конкретном месте и в конкретное время. Ну, в принципе, если вот на этом только остановиться, то тут более-менее все просто. Мы можем, так скажем, составить список христианских добродетелей, рядом положить список добродетелей нехристианских, ну и сказать, вот видите, было так, становится эдак, это появляется, а это уходит.
И такую схемку тут можно будет, в общем-то, нарисовать. Но нарисовав ее, мы ничего не поймем. Не поймем в «Мастере и Маргарите», по крайней мере. Прежде всего потому, что вот, как это сейчас говорят, драйвером или двигателем вот всех процессов, которые связаны с нашим пониманием того, что здесь происходит, является Воланд. Не автор объективно рассказывает, вот вам одна реальность, вот другая, вот они встретились, вот они поспорили, вот они разошлись. Рассказывает Воланд, который есть сатана. И это его интерпретация, это его толкование того, что, вернее, это та ситуация, которую он создает, которую он провоцирует. Без него этой ситуации бы не было. Он появляется и провоцирует эту ситуацию, подталкивает ее, подогревает ее и так далее. Вот размышляя о «Мастере и Маргарите» и о морали и нравственности в «Мастере и Маргарите», мы должны помнить вот об этом. Во-первых, Булгакова интересует, что происходит с миром, когда он утрачивает опоры в христианской морали, этике и нравственности, с одной стороны, а с другой стороны, примеры этого отхода являются нам по воле Воланда, дьявола, сатаны. В этом смысле Воланд – главный герой романа. Вот если мастер говорит о том, что его роман не о Иешуа, а о Пилате, то Булгаков может сказать, что хоть роман его и называется «Мастер и Маргарита», но по сути главным героем романа является Воланд. Это единственный герой, который проходит через весь роман. И через роман мастера, и через роман о мастере. Это единственный герой, который в романе о мастере заводит сюжет. Это единственный герой, который начинает манипулировать, управлять другими героями, людьми, задавать сюжетные ситуации, разрешать судьбы, решать, жить людям или не жить, как жить и так далее. И в этом смысле он действительно главный герой романа. Наконец, он же основательно прикладывает руку к тому, чтобы мастер написал свой роман, чтобы он написал его именно так, а не иначе, чтобы этот роман не исчез в вечности, и, наконец, прикладывает руку к судьбе и мастера, и его спутницы. А главное, и самое главное, вот это провоцирующая роль, это роль как бы компонента, который помогает выявить суть вопросов. У Воланда выступает суд. Вообще, если так пофантазировать, то роман о мастере это бесконечные сцены страшного суда. Ну, перевернутые, естественно, поскольку страшный суд в данном случае вершит дьявол, а не Бог. Поэтому этот суд вершится при жизни людей, а не после того, как они завершили свой жизненный путь. Красиво, но сверну я эту тему, заверну другую. Именно Воланд судит, выносит приговор большинству героев романа «Мастера». Приговор в исполнение приводит его свита, как правило, или судьба, которую или предсказывает, или задает герою Воланд. Сам Воланд в этом смысле в исполнении приговоров не участвует. Но то, что он судит, это совершенно очевидно. И самое удивительное, суд его скорый и, парадоксально, справедливый. Вот когда мы читаем роман, вот, что называется, принимая его душой,
отключая аналитическое начало, то мы же готовы аплодировать Воланду за то, как он расправляется с этой человеческой мелочью, с этой вот человеческим отребьем, с этой посредственностью человеческой, которую Бог его знает, что там о себе возомнило или не возомнило, это что называется, не имеет значения. Разве напрасно наказан Берлиоз? Разве напрасно наказан Гриша Лиходеев или Алозий Магарыч, зрители в театре Варьете, служащие Тарксина, этот самый Симплияров там, и так далее? Они все наказаны справедливо. Воланд обнажает суть этих людей, говорит, вот ты какой, и вот за это получи. И самое главное, что заставляет нас в этом смысле быть солидарным с Воландом, что приговор не отсрочен. Он не вынесен когда-то. А вот прямо сейчас, на наших глазах, все получают, каждый по делам его, что называется, получают. Но тут надо вот свою радость по поводу вот того, как ведет себя Воланд, немножечко придержать. Радости нет никакой вообще на самом деле. Ну, если не радости, удовлетворение. Конечно, речь идет о дьяволе. О каком оправдании дьявола можно? А я разве оправдываю Воланда? Я рассказываю о том, чем он занимается в романе. Он занимается тем, что он судит людей, обнажает их истинное содержание и каждому воздает то, что он заслуживает. Но вопрос ведь не только в этом. Вот тут надо быть поаккуратнее, поддерживая вас. Я говорю, надо быть аккуратнее. Потому что вопрос не в том, что он их наказывает, судит и наказывает, а в том, за что он их наказывает. И вот тут начинаются сложности. И вот тут начинаются моральные и нравственные вот эти самые проблемы. Вспомните романа. Смысл диалога Воланда с Берлиозом, если опускать всю, так скажем, религиоведческую его наполненность, сводится к одному: есть ли Бог? Смысл спор в конечном итоге заходит в тупик, потому что Берлиоз, а следом за ним Иван говорят, Бога нет, а Воланд говорит, что Бог есть. И уж как ни старается Воланд, а поскольку Бог есть, вернее так, и как бы Воланд ни старался, какие бы аргументы он ни приводил, какие бы доказательства он ни предъявлял, нет, все как об стену горох. Нет, Бога нет, и все. Доказательства бесполезны. И тут у меня сразу возникает вопрос, а что он так старается? Конечно. Потому что если Бога нет, так и меня нет. И в конечном итоге Берлиоз ему именно об этом и говорит. Так если вы не верите в Бога, так сатана-то есть? Не, и сатаны нет. Вот я перед вами, а меня нет. Для Берлиоза нет ни Бога, ни сатаны. Вот эта часть, что называется, мироустройства, изъята из его интеллектуального и духовного оборота полностью. Его мир – это полностью материальный мир, полностью мир, лишенный метафизического начала. Он мир здесь и сейчас, и нигде больше, и никогда больше. Дьявол перед ними, перед Берлиозом и Иваном, они его не видят. Они его не способны разглядеть. Они его все время ошибочно идентифицируют. Иностранец, шпион, сумасшедший, кто угодно.
Но только не сатана, только не дьявол. Не случайно ведь потом, когда Иван в психушке рассказывает мастеру о встрече о событиях на Патриарших прудах, мастер удивляется, как Берлиоз, настолько образованный, настолько и не узнал, он не мог его, он не должен был его не узнать, он должен был его узнать. А не узнает, а не видит, а не различает. С Иванушки спросу никакого. Он, как у Булгакова сказано, девственно-невежественный человек. И какие претензии ему предъявлять? А вот с Берлиозом разговор особый. Дело в том, что Берлиоз, он не просто неверующий человек. Он человек, который участвует идеологически, а даже не участвует, а один из руководителей кампании по вытравливанию религиозных идей, христианских идей из сознания советского человека. Он руководитель какого-то толстого журнала, можно предположить, что это журнал «Безбожник», других журналов на эту тему в это время не издавалось. И это идеолог атеизма. Причем атеизма в его вот таком радикальном изводе Бога не было, и ничего связанного с Богом и с христианским мировоззрением не существовало, просто не присутствовало. Его нет в истории. Его нет в истории, следовательно, нет в современности. Это идеолог атеизма, возведенного в государственную политику. Поэтому он и как это сейчас говорят, методичку Ивану Бездомному диктует. У тебя, вот в чем твоя ошибка? Ты написал поэму, но у тебя Иисус-то как живой. А вся суть-то в том, что его не было. Понимаешь? И тогда предполагается, что он задает Ивану задание написать поэму о Христе, которого не было. Но вот как бы Иван справился с этой задачей, если бы не дальнейшие события, я не знаю. Теперь вам понятно, почему Воланд так жестоко расправляется с Берлиозом. Он жестоко расправляется с идеологом, с идейным врагом, с идейным оппонентом. А в этом смысле как бы... Что? А как же, сунуть человека под трамвай, добиться того, чтобы ему отрезало голову, мало того, потом выкрасть эту голову из гроба, превратить ее в чашу и выпить вина из этой чаши. А еще на какой-то момент оживив его и сказав, вот ты говорил про небытие, вот тебе и доказательство. Я тебя и отправлю сейчас в небытие. Предельная жестокость, согласитесь. На этом фоне, конечно, отношение к Ивану другое. Но я еще раз повторяю, с Ивана спросу нету. Поэтому он достаточно мягко наказывается, как и было сказано, шизофрения. Ну, такая не тяжелая форма шизофрении. Иван, в конце концов, от нее излечивается и даже становится каким-то там профессором Института истории и философии и так далее. Но тут все по-другому. Так на Патриарших прудах оформляется подход Воланда к тем, кто встретится на его пути. Подход этот такой, он судит всех, исходя из точного критерия. Сохранилась или нет в каждом из них хотя бы крупица веры, хотя бы крупица памяти о той морали, о той нравственности, о той философии, которая 2 века утверждала себя и 2 века доказывала свою состоятельность, оправданность, и историческую перспективность и так далее, и так далее. И что он обнаруживает? То, что в большинстве случаев люди подобны Берлиозу. При встрече с Воландом они не понимают и не узнают, с кем они имеют дело. Но в отличие от Берлиоза, они не идеологи. Они жизненные практики. Они так живут. Ну вот так вот сложилось, вот так предложили условия, вот так сформировали для меня условия,
что Бога нет, дьявола нет, и того нет, и пятого нет, и 10 заповедей нет, и так далее. Есть один уголовный кодекс. Вот я на уголовный кодекс-то так и ориентируюсь. И я бы совершил, да вот побаиваюсь, тут срок такой. А вот и это бы сделал, да вот тут другой срок грозит. Поэтому я вот между этими, как сказать, параграфами Уголовного кодекса вот двигаюсь, и не более того. А что там страшный суд, что там суд какой-то Божий там или еще что-то, а уж тем более какой-то суд совести, там и так далее. Пусто это все. Здесь Булгаков в этом смысле, в романе «Мастера» Булгаков очень близко подходит к Зощенко. Зощенковский принцип изображения героев. Зощенковский принцип, по которому нравственный порог предельно низок. У этих людей нравственный порог предельно низок. Они не умеют различать добро и зло. Они ведут себя ситуативно. Вот сейчас удобно так, значит будем вести себя так. Через 5 минут будет удобно по-другому, будем вести себя по-другому. Нам говорят, надо жалеть, будем жалеть. Нам говорят, надо убивать, надо убивать. Как у... Если век прикажет солги, солги. А если век прикажет убей, убей. Чьи строки? Багрицкий, совершенно верно. Романтический поэт Эдуард Багрицкий. Мы ехали шагом, мы мчались в боях. Это Светлов виноват. Сейчас. Нас водила молодость в сабельный поход. А еще лучше пример, как бы от обратного, пример. Арбуз на арбузе, и трюм загружен арбузами, пристань попрыкана, не пить первача в предрассветную стыть, на скучно зевать карауле, 3 дня и 3 ночи придется проплыть, и мы паруса развернули, пустой бородач ударяет бурун с кумбриной. Романтический поэт, но когда ему надо сказать по делу, он говорит очень конкретно: если век прикажет солги, солги, а если век прикажет убей, убей. Аморализм, полный аморализм. Перекладывание моральной ответственности на тех, кто принимает решения. Они так сказали, я так и буду себя вести. Они это разрешают, я делаю. Они этого не разрешают, я этого не делаю. Вот это аморализм сближает представление об этом обществе как о том обществе, из которого ушел Бог, и на его место пришел полный аморализм. Вот это сближает Зощенко с Булгаковым, и не случайно там даже стилистически есть где-то переклички между Булгаковым и Зощенко и так далее. Поэтому Воланд к таким героям суров, но не жесток. Об Иване мы уже сказали. В прямом и переносном смысле разоблачены, в прямом смысле, в переносном это Симплияров, разоблачены зрители представления варьете, наказаны. Смертельно напуганный Гриша Лиходеев, фининспектор варьете Римский и Варенуха. На хоровое пение обращены служащие нескольких учреждений советских. Изгнан с насиженного места Алоизий Магарыч. Список можно продолжать почти до бесконечности, это вы сделаете сами. Я обращу ваше внимание на 2 эпизода, которые выпадают из этого ряда. Первый – это случай с директором ресторана дома Грибоедовых Арчибальдом Арчибальдовичем. Обратите внимание на имя и отчество. Значит, вы помните Бегемот и Коровьев припираются с девушкой, которая не пропускает, она только по члены, значит, массолита,
писатели должны сюда проходить, а у вас нет удостоверений там, и так далее. И чем заканчивается это препирательство? И в этот момент негромкий, но властный голос прозвучал над головой гражданки, девушки. «Пропустите, Софья Павловна», кстати, имя отчество дочери Фамусова. Гражданка с книгой изумилась. В зелени трильяжа возникла белая фарачная грудь и клинообразная борода флибустьера. Он приветливо глянул на двух сомнительных оборванцев и даже более того делал им приглашающие жесты. Он из зеркала появляется, из потустороннего мира, в этот мир проникает. И сам приносит, сам принимает заказ, и сам обслуживает коровьего и бегемота. Неважно, за кого принял, как идентифицировал Арчибальд Арчибальдович этих двух бездельников. Главное, он понял, что они другие, не от мира сего. А он и сам не совсем от мира сего, если он способен из зеркала в этот мир проникать. Поэтому ему все сходит с рук. Он спокойно там кусок балыка заворачивает под мышку и исчезает из дома, из ресторана, еще до того, как там начались все эти апокалиптические, что называется, события. Второй эпизод – это тот эпизод, когда Азазел уже отравил мастера и Маргариту. Они уже мертвы, уже их как бы реинкарнации, что называется. Он провожает туда к лошадям, которые ржут, бьются и ждут. И вот он выходит, за ним мастер и Маргарита. И что он видит? Первое, что они видят, первое, что они увидели там, это сидящая на земле кухарку застройщика. Возле нее валялся рассыпанный картофель и несколько пучков луку. Состояние кухарки было понятно. 3 черных коней храпели у сарая, вздрагивали, взрывали фонтанами землю. Маргарита вскочила в первое, за нею Азазелла, последним мастер. Кухарка, застонав, захотела поднять руку для крестного знамения, но Азазелла громко закричал с седла: «Отрежу руку!» Он свистнул, и кони, ломая ветви лип, взвелись и вонзились в низкую черную тучу. Чтобы избавиться от морока Воландова, достаточно простого жеста. Достаточно перекреститься. Но никто не крестится. Никто не крестится. И получается тогда, что он подлинный хозяин. Пока кто-то не перекрестится, дьявол, сатана, подлинный хозяин этого мира, или, по крайней мере, этого куска мира, который ему в данном случае доступен. Еще раз повторяю, это катализатор и диагност. Воланд – это катализатор и диагност. Он по существу ставит диагноз. Он с удовольствием или неудовольствием, мы пока не знаем, констатирует совершенно очевидный факт. Факт того, что этот мир утратил какие-то опорные ценности. Этот мир утратил какие-то системообразующие ценности и выглядит без этих ценностей гораздо менее привлекательным, гораздо менее человечным, гораздо менее содержательным, чем мог бы. А вот сейчас давайте задумаемся над вопросом. Вот кем надо быть, или каким надо быть, чтобы написать роман не о Понтии Пилате. Понтий Пилат – это вот как «Мастер и Маргарита». Не о Понтии Пилате, а о Иешуа, который явно напоминает Иисуса Христа, в Советском Союзе образца второй половины 30-х годов 20 века. Не случайно ведь
вот это замечательное совершенно, мне очень нравится этот эпизод из «Мастера и Маргариты». Вот появляется в этой комнате, Маргарита говорит: помогите мне спасти моего возлюбленного. Тут появляется мастер, он приходит в себя, начинает оглядываться и так далее. И Воланд его, и заходит речь о романе. Воланд, о чем роман? Роман о Понтии Пилате. Воланд рассмеялся громовым образом, но никого не испугал, и смехом этим никого не удивил. Все восприняли этот смех его как норму. О чем? О чем? О ком? Заговорил Воланд, переставая смеяться. Вот теперь это потрясающе. И вы не могли найти другого времени, другой темы. Вот сейчас о Пилате, потому что, заговорив о Пилате, мы сразу вспоминаем о Христе. О Пилате и Христе вот сейчас, в разгар антирелигиозной кампании, в разгар государственного атеизма, в разгар того, что истина присвоена одним человеком. Это же он не говорил. Это мы с вами прекрасно понимаем. Это вторая половина 30-х годов. Это... Роман Мастера. Мастер пишет роман в эту эпоху. Булгаков пишет свой роман в эту же эпоху. Ничего себе, нашли тему. И Мастер, и Булгаков. И нашли время для этой темы. Самое неподходящее время, самое несоответствующее время, самое противящееся тому, о чем по существу роман Мастера. В этом смысле написание «Мастера и Маргариты» есть такой же подвиг Булгакова, как подвиг, который вершит Иешуа Ганоцер. Каким бы ни было время, я буду стоять на своем. Мне открылась истина, и я эту истину буду артикулировать, буду нести, буду формулировать, буду доказывать, несмотря на то, какие обстоятельства разворачиваются вокруг меня и со мной. Надолго ли хватит, это другой вопрос. Мастера хватило ненадолго. Булгаков закончил жизнь, не из-за своего романа, что называется, и так далее. Что позволяет Булгакову так поступать? Поступать так позволяет ему то, что Булгаков пишет роман, не надеясь на его публикацию. Он не рассчитывает на публикацию. Когда тот же отец Кураю говорит о том, что нет, он согласовывал с эпохой, и жена его вспоминает, как он в 1938 году читает в газетах: этого арестовали, бросается к рукописям, начинает выдергивать страницы и жечь, и так далее, и так далее. Это не из-за страха, что не опубликуют. Это из-за страха, что придут и арестуют. Но в самом романе, в самой работе над романом Булгаков не рассчитывал на публикацию, поэтому был здесь предельно откровенен, как можно было быть откровенным, не теряя в художественных, что называется, достоинствах и так далее. Но вот что крайне любопытно, я на это наткнулся недавно. Вот я до встречи в нашем клубе об этом не задумывался, а тут задумался. Что крайне любопытно. Дело в том, что параллельно написанию булгаковского романа жизнь пишет еще один параллельный сюжет. Сюжет фантастически перекликающийся с романом. Никто о романе не знает, но жизнь пишет сюжет, перекликающийся с никому неизвестным романом. Что я имею в виду? Я имею в виду вот что. Булгаков, как известно, написал Сталину 5 писем. Письма были очень откровенными, вплоть до признаний, что я антисоветский писатель,
выпустите меня за границу и так далее. Ответов письменных Сталин Булгакову не давал. Но 18 апреля 1930 года произошел очень интересный телефонный разговор. Я прочитаю, как он реконструирован со слов жены Булгакова, а вы слушайте внимательно. Там вы встретите очень знакомые фразы. Фразы, знакомые по роману. Михаил Афанасьевич Булгаков, да-да, сейчас с вами товарищ Сталин будет говорить. Что? Сталин? Сталин? И тут же услышал голос с явным грузинским акцентом. Да, с вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков. Здравствуйте, Иосиф Виссарионович. Мы ваше письмо получили, читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь. И может быть, правда, вы проситесь за границу. Что, мы вам очень надоели? Михаил Афанасьевич сказал, что он настолько не ожидал подобного вопроса, что растерялся и не сразу ответил. Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне России. Это к просьбе отпустить его за границу. И мне кажется, что не может. Вы правы, я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В художественном театре? Да, я хотел бы, но я говорил об этом, и мне отказали. А вы подайте заявление туда. Что мне кажется, что они согласятся. Нам бы важно встретиться, поговорить с вами. Ничего не напоминает? Чего хочет Пилат на протяжении 12 тысяч лун? Договорить с мастером. Фантастика. А? Ой, договорить с Иешуа. Фантастика. И этот хочет поговорить. И тот, и другой уверены, что вот, и это справедливо, что в диалоге истины-то легче добиться. До истины легче добраться. Да-да, Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить. Да, нужно найти время и встретиться. Обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего. Булгаков оценивал этот разговор очень высоко. Он говорил через год в письме Вересаеву, что он говорил с государственным мужем, с государственным человеком, с человеком, глобального мышления, что называется, так скажем. Но так и не увидел Сталина и не поговорил больше с ним. Ему разрешили работать вторым режиссером в Амхате, печататься не дали, но не будем торопиться с выводами. Первый раз, да, Сталин дважды, насколько нам известно, публично вступился за Булгакова. Опять вспоминаем Пилата, который защищает перед Каифой Иешуа. Зачем? Да он не такой страшный, да он не такой опасный, да эти опаснее, давай оставим его, не будем его убивать и так далее. Этот делает то же самое, применительно к Булгакову. Первый раз в феврале 1929 года. В этом году случилось совершенно невероятное. Было такое объединение «Пролетарский театр», это пролетарские драматурги, что называется. Эти драматурги, значит, писали пьесы. И вот, а эти пьесы часто не проходили цензуру. И возвращали их обратно, естественно, ни гонораров, ни зарплат и так далее. Они объединились и обратились к Бильбелу-Церковскому, своему, значит, руководителю. Слушай, скажи товарищу Сталину, что же это за бардак-то такой? Нас, пролетарских драматургов, не печатают, наши пьесы не ставят, а какого-то Булгакова ставят. И Бильбелов-Церковский обращается к Сталину с письмом. Иосиф Виссарионович, объясни, в чем дело? Иосиф Виссарионович объясняет.
Сначала Сталин, письмо Белоцерковскому длинное, но сначала он там начинает рассуждать о том, что деление писателей на правых и левых неправильное, что это вот партийное деление, а никак не применимо к литературе. Дальше он говорит о современности, в которой должна победить пролетарская литература. Так, кость им бросает, вы все равно там должны потихонечку победить и так далее. Потом соглашается с авторами письма. Бег в этом виде, в котором он есть, представляется антисоветским явлением. Да? То есть пусть его ставят на сцене, но я вам скажу, это антисоветское явление. И тут же добавляет, впрочем, я бы, это Сталин Белоцерковскому, впрочем, я бы не имел ничего против постановки «Бега», если бы Булгаков прибавил к своим 8 снам еще 1 или 2 сна, помните, это сны Хлудова, где бы он изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти по-своему честные серафимы и всякие приват-доценты оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому что они сидели на шее у народа, чем большевики, изгоняя вон этих честных эксплуататоров, осуществляли волю, что большевики осуществляли волю рабочих и крестьян и поступили поэтому совершенно правильно. Вот всем хорош Бег, но вот если бы эти вот еще 2 сцены, вообще было бы классно. И самое главное и неожиданное в этом письме, что касается, собственно, пьесы «Дни Турбиных», то она не так уж плоха, как считают пролетарские драматурги, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителей от этой пьесы, есть впечатление благоприятное для большевиков. Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, значит, большевики непобедимы. Дни Турбиных есть демонстрация всесокрушающей мощи большевиков. Конечно, автор ни в коем мере не повинен в этой демонстрации, но какое нам до этого дело? Не важно, что хотел сказать, важно, что сказалось. Первый раз заступился за Булгакова. Зачем? Зачем ты это делаешь? Булгаков тебе пишет, в глаза говорит, я антисоветский писатель, не хочу я с вами дело иметь, отпустите вы меня, Христа ради. Нет. Второй раз то же самое происходит в 29 году, то есть через год, в феврале 29 года, на встрече с украинскими писателями. Тот же самый разговор, и и Сталин повторяет те же самые позиции, и применительно к Бегу, и применительно к Дню Турбиных, и в конце концов пытается доказать украинским писателям, что Булгаков полезный писатель. Поскольку вот аргументы, доводы я вам привел. Шум, разговоры, Каганович, украинцы, к Сталину, украинцы не согласны. Но это 29-й год, еще можно было, с товарищем Сталиным еще можно было относительно безопасно подискутировать. Украинцы не согласны. И Сталин снова разворачивает те же самые аргументы в пользу Булгакова, в защиту Булгакова. То есть повторяется сюжет «Мастера и Маргариты». Повторяется сюжет романа «Мастера», в котором Пилат, виновник казни по существу Иешуа, защищает его перед Каифой, защищает его перед своими, что называется, союзниками практически. Сталин тоже спорит со своими союзниками во имя какого-то вот писателя-попутчика, писателя-белогвардейца и так далее. В чем тут дело? Каждому Пилату нужен свой Иешуа. Совершенно верно. С одной стороны, да, это так. Вот с 2000 лет назад так и сложилось. Вот как только заговорят обо мне, вспомнят о тебе. Как только заговорят о тебе, вспомнят обо мне. И если взять в целом, я думаю, что «Мастер и Маргарита» Булгакову Сталину понравился бы. Я напрасно сказал «очень». Я думаю, что он ему бы понравился. Почему? Это чуть попозже.
Что происходит? В чем дело? А дело в том, что в конце 20-х годов, уже в конце 20-х годов, товарищ Сталин поставил жирный крест на той идее, на которой родился 17-й год, на идее мировой революции. Никакой мировой революции. Нам не построить государство, опираясь на идеи мировой революции. Нам нужно возрождать империю. И Сталин занимается возрождением этой империи. И все усилия по индустриализации, коллективизации, все усилия по развитию советской науки и так далее, и так далее, и так далее, направлены к одной цели. Скорейшими темпами вернуть Советскому Союзу мощь имперского государства. Мощь государства, способного и защитить себя, и напасть с одинаковой результативностью. Не случайно в 1940 году, в 1930 году в одном из выступлений он говорит, что история отвела нам всего 10 лет в 1930 году. Через 11 лет началась Великая Отечественная война. Как он предвидел это, Бог его знает. И нам надо, говорит он, то, что другие государства прошли за столетия, за эти 10 лет пробежать. Иначе мы не выстоим, иначе мы не удержимся, иначе нас уничтожат. Подождите, сейчас турбины Сталину не нужны. Он их держит для будущего. Вот когда наступит 1941 год, вот тогда он начнет возрождать русскую церковь, вот тогда он вспомнит о православии и откроет двери церквей. Идите, молитесь, в частности, молитесь за победу русского оружия. Вот тогда он поднимет из небытия всех русских национальных военных героев, начиная там с Суворова и так далее, начиная с Александра Невского. А эта работа будет проходить еще с середины 30-х годов. Вспомните, какие исторические фильмы снимаются. Нахимов, Суворов, Александр Невский. Масса этих вот фильмов к 1941 году стягивается вот эта военно-патриотическая, кинематографическая, так сказать, коллекция, стягивается именно к 1941 году. Он поступает так, как мог и должен поступить человек на его месте. Он начинает возрождать вот то, о чем я говорил. Он продолжает строить империю. Отсюда военизированные образования. Отсюда ДОСААФ. Отсюда Асавиахим. Совершенно массовые, всесоюзные явления. Отсюда раздельное обучение мальчиков и девочек и военизированное среднее обучение. Отсюда даже школьная форма. Я еще в первых классах носил гимнастерку, ремень с бляхой и штаны, военизированная форма, подворотничок, все как положено. Вот такой солдатик, первоклассник стоял. В 63-м еще такая форма была. Да, до 63-го года, по-моему, она так и была. Да. А я в 60-м году пошел в школу, и все фотографии вот с этими вот, с военизированными костюмчиками, мундирчиками там и так далее. Что бляха такая хорошая была, драться было удобно этим ремням. Ну, мама не говорит, да, и фуражка с кокардой, там, дубовые листики, так, все как положено было. И вот где очень тонкая перекличка, почему я говорю, что роман понравился бы, скорее всего, Сталину, потому что там начинается тонкая перекличка, смысл которой, мне кажется, правильно сформулировал Быков. Ты все правильно делаешь. Империю нужно строить. Лес рубят, щепки летят. И когда ты искореняешь своих врагов, ты тоже правильно делаешь. Как Воланд. Только ты, секунду, только ты художников не трогай. Только ты художников не убивай.
и все будет правильно, и все будет верно, и все будет хорошо. Это апология Сталина? Нет. Булгаков, как настоящий художник, Булгаков, как настоящий писатель, объясняет ситуацию, но не растворяется в ней. Описывает ситуацию, но это не значит, что он согласен с этим описанием полностью, до конца. Дело еще и в том, что Булгаков – это человек, который не просто очень хорошо знал содержание православия, не только хорошо знал смысл и обрядовость христианскую. В конечном итоге это был писатель, не скажу писатель христианского толка, но писатель, стоящий на христианских основаниях, на том, что можно назвать вот этой нравственно-этической базой христианства. И он принимает и соглашается с тем, что происходит, не потому, что он с этим согласен, а потому что он прекрасно понимает, что сегодня, здесь и сейчас по-другому нельзя. Но это же не значит, что это вообще великолепно, что это вообще правильно. Это сегодня, здесь и сейчас по-другому нельзя. Завтра может и должно быть по-другому. Вот это вертикальное измерение у Булгакова постоянно присутствует. И это присутствие, собственно говоря, и оправдывает появление этого романа. Да, по-другому сейчас нельзя, но и всегда так, как сейчас, тоже не может быть и тоже не должно быть. Здесь эта христианская вертикаль остается. И если ее помнить, то многое в «Мастере и Маргарите» становится понятным. Запутанное распутывается, неясное становится ясным, а то, что они распутываются, ну это же хорошо, есть над чем подумать завтра. Спасибо.